В декабре 1908 года в Третью Государственную Думу за подписями 58 правых депутатов направлен провокационный кавказский вопрос, в котором авторы выступили с тревожным обличением северокавказской администрации. Авторы послания утверждали, что на Северном Кавказе наблюдается срастание государственного аппарата с преступными элементами, и это явление приняло угрожающие формы. Внимание депутатов Думы было обращено на то, что на Кавказе идет развал на почве лихаимства, сдаимства, потворства со стороны администрации местным националистам. Тем самым авторы документа попытались притормозить рост национального самосознания на местах и ограничить влияние местной интеллигенции в регионе. Тем не менее, несмотря на громкие заявления подписантов, после обсуждения запроса последовало лишь обращение высоко держать на Кавказе знамя государственности, которое не имело каких-либо серьезных последствий. 16 декабря 1910 года родился известный чеченский писатель, поэт, литературный критик и публицист Магомед Мамакаев. Мамакаев – один из тех, кто стоял у истоков современной чеченской литературы. Он родился в простой крестьянской семье в селении Очхой-Мартан, Чечено-Ингушской АССР. Жизнь не баловала поэта. В 7 лет он остался круглым сиротой, 10 лет был отдан в Асламбековский детский дом. Все горестные для мальчика события, его боли, радость и горе, позже с волнующей искренностью легли впоследствии в основу художественной исповеди поэта «Разговор с матерью». Окончив школу, Мамакаев активно участвует в комсомольской жизни республики. В 1926 году Чеченское оргбюро ВКПБ направляет его на учебу в Москву, Коммунистический университет народа Востока. После окончания университета Мамакаев занимает различные должности в партийных и советских органах. Печатался с 1926 года. Основное содержание его творчества – героическое время и люди, переустраивающие этот мир. 1 декабря 1917 года образовалось объединенное Терско-Дагестанское правительство, вошедшее в Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. В правительство вошли атаман Терского казачьего войска Караулов, кумыкский князь Капланов, чеченский нефтепромышленник Чермоев и бывший царский чиновник Ингуш Джабагиев. Военной силой, на которую опиралось правительство, стали казачьи войска и отдельные части дикой дивизии под командованием генерала Половцева. Уже в середине декабря Чеченский совет во главе с Чермоевым предъявил ультиматум Грозненскому совету рабочих депутатов с требованием сложить полномочия и разоружить рабочих и революционных солдат. В то же время чеченские части дикой дивизии захватили город Грозный. Однако само правительство просуществовало недолго и позднее, через год, трансформировалось в Горское правительство Горской республики. В середине декабря 1929 года в чеченских селах Гойты и Шали вспыхнуло антибольшевистское восстание, направленное против принудительной коллективизации. Уже 12 декабря, буквально через 2 дня после начала мятежа, к границам Чечни прибыли регулярные части Красной армии. Под руководством командующего Северокавказским военным округом, командарма первого ранга Белова, в центр восстания были направлены 4 дивизии пехоты, 28-я стрелковая дивизия, Владикавказская пехотная и Краснодарское кавалерийское училище, 3 артиллерийских дивизиона, 2 полка горных стрелков пограничной охраны. Кроме этого, к операции были подключены и 3 эскадрона войск ГПУ. Несмотря на то, что села были захвачены, большая часть восставших сумела прорваться сквозь оцепление красноармейцев и скрыться в горах. Тем не менее, восстание было в скором времени подавлено, и коллективизация прошла без дальнейших проблем и осложнений. 30 декабря 1942 года Чеченскому государственному драматическому театру присвоено имя Героя Советского Союза Хампаши Нурадилова. Нурадилов в ходе Великой Отечественной войны служил командиром пулеметного взвода 5-й гвардейской Кавказской дивизии. Героически погиб в сентябре 1942 года во время боев в районе города Серафимович Сталинградской области. Похоронен на Мамаевом кургане. Чеченский национальный театр, имя которого получил один из культурных центров республики, образован 1 мая 1931 года. С его становлением связано начало творческой деятельности первых чеченских драматургов Саида Бадуева, Арбиба Макаева, Билала Саидова, Халида Ашаева. Одним из первых директоров Чеченского драматического театра был всемирно известный политолог Абдурахман Ахтарханов. В 1944 году деятельность театра была прервана из-за депортации чеченского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Восстановлен
в 1957 году после возвращения чеченцев на родину. 2 декабря 1945 года за подписью Наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в целях выявления антисоветских и уголовных элементов среди спецпереселенцев появилась директива 244 с требованием об усилении агентурно-оперативной работы среди депортированных спецпереселенцев. Чуть ранее, в мае 1944 года, в Казахскую ССР с группой оперативных работников был откомандирован заместитель Наркома внутренних дел СССР Круглов. В обязанности Круглова и его группы входило в месячный срок проверить работу местных органов Министерства внутренних дел по осуществлению административного надзора за выселенцами, в особенности в части надлежащего учета поселенцев. По итогам проверки было возложено принять необходимые меры и доложить о результатах непосредственно в ЦК ВКПБ. Результаты подготовленного Кругловым доклада и легли в основу подписанной через год Лаврентием Берией директивы. К декабрю 1961 года практически завершился процесс обратного переселения чеченцев и ингушей из Казахстана и Киргизии на свою историческую родину. В Чечено-Ингушетию на тот момент вернулись 356 тысяч чеченцев и 76 тысяч ингушей. В Дагестан 28 тысяч чеченцев, в Северную Осетию 8 тысяч ингушей. Однако процесс их возвращения и восстановления республики протекали болезненно. Реабилитация носила половинчатый характер. Политическое недоверие к народу, национальным кадрам сохранилось. Преподавание в вузах и в школах велось на русском языке. Сфера употребления чеченского языка сузилась до семейно-бытового уровня. Родной язык преподавался как предмет только в сельских школах. Депортация чеченцев и ингушей была одним из самых страшных преступлений сталинизма, так как по статистике из выселенных в 1944 году 520 301 чеченцев и ингушей к июне 1956 года в живых осталось лишь 239 670 человек. 11 декабря 1994 года президент Российской Федерации подписал указ 2169 о мерах по обеспечению законности и правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики. Но дело повернулось иначе. Практически через несколько дней началась самая кровопролитная война во всем постсоветском пространстве. Поспешное и необдуманное решение Бориса Ельцина практически явилось началом первой чеченской кампании. Ее официальное название – «Защита конституционного строя». В новогоднюю ночь 31 декабря этого же года в Грозном начались ожесточенные и кровопролитные бои. Согласно официальным данным, первый штурм Грозного длился в общей сложности 4 месяца. Всего по статистике в эти дни на операцию было мобилизовано примерно 40 тысяч человек. Экспедиционная группа была составлена из малых подразделений. Последствия этого необдуманного указа Ельцина и решения его окруженцев обернулись двумя военными кампаниями на Северном Кавказе. Ровно 5 лет назад, 29 декабря 2004 года, президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Российской Федерации тогда еще первому заместителю председателя чеченского правительства Рамзану Кадырову. Звание, как отмечалось в указе, было присвоено молодому воину и политику за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Принимая высокую награду, Кадыров отметил, что в его лице награжден весь чеченский народ и что он намерен и дальше продолжать бескомпромиссную борьбу с терроризмом и бандитизмом. Последующее развитие событий подтвердили это утверждение молодого воина и политика. Уже сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что ни одна личность новейшей чеченской истории не оказала столь внушительного внимания на будущее чеченского общества в той мере, в какой оказал на нее этот человек.